с фанатами встречаете, и с семьей тоже можно проводить время. Должно быть, у вас есть какой-то волшебный ингредиент. Поделитесь с читателем. Ну, волшебный ингредиент я не знаю. А на самом деле я не так много успеваю, как вот только что было сказано. Я многого не успеваю. Мне бы хотелось вообще так планировать день, чтобы не было времени прокладки, чтобы вообще ни секунды не терять лишней, чтобы не было времени на раскачку между разного рода деятельностью. Например, если вы утром работаете, а потом засели в интернет, то уже потом писать нельзя, потому что это такая похожая деятельность, и она очень вытравливает все силы. Поэтому нужно поработать, а потом сделать что-то такое качественно другое. Ну там, не знаю, спортом позаниматься, или на велосипеде отвезти ребенка на секцию, там, или еще что-то сделать. А потом можно снова писать. Вообще нужно очень как-то так жестко самоорганизоваться. Тогда окажется, что мы будем успевать раза в 3 больше, чем успеваем. Даже если нам кажется, что мы заняты, но потом, если начинаешь анализировать свое время, понимаешь, что можно было его с большей пользой потратить, если как бы между событиями все делать так быстрее, компактнее и не раскачиваться долго. Возвращаясь к вашим произведениям, как вы думаете, почему у столь успешных серий книг, как «Таня Глобаль» и «Мефодий Буслаев» до сих пор нет экранизации? Ну, я думаю, она появится рано или поздно. Просто хороший профиль снимать очень дорого, очень сложно. И таких технологий активных у нас еще нет. Я думаю, что они появятся через какое-то время, когда появятся и сериалы, и отдельные книги. А пока фэнтези очень тяжелый жанр для экранизации, это требует всех технологий, которых пока, наверное, еще долго у нас не будет. Зато, если нет экранизации, выпущена была игра по произведению Тани Глобаль. Вы, должно быть, с ней по-любому ознакомились.